Хотите окунуться в яркие краски дикой природы? Подружиться с туканом? Погладить малыша Гиббона? Спешите! Выставка «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. В эфире канала «Новый век», выпуск новостей. В ближайшее время с вами Анастасия Маслова. Здравствуйте. Вот о чем поговорим и что расскажем сегодня. Днем тает, ночью замерзает. Жители жалуются на гололед, а спасатели начали вести печальную статистику. Чтобы правильно владеть сбережениями и не стать жертвами финансовых пирамид, Пенсионный фонд проводит занятия по финансовой грамотности для людей пожилого возраста. Больше сотни литров контрафакта. Полицейские пресекли продажу немаркированного спиртного, которое сбывали на территории республики. Подозреваемые задержаны. Начнем выпуск с трагического случая в поселке Кахем. Накануне вечером в районе дачного общества «Серебрянка» 7-летняя девочка упала в незамерзающий зимой приток реки Малый Енисей в местечке Карасук. По предварительным данным, она вместе со своим 6-летним братом без сопровождения взрослых играла на берегу реки и, оступившись, упала в воду. В результате девочка погибла от переохлаждения. Младший брат не пострадал. По предварительным данным, получается, дети без присмотра вышли, без присмотра родителей играли. Девочка провалилась в открытый участок с водой. Детишки сами пытались, ее вытащить не получилось. Побежали, позвали мать. Мать прибежала, тоже попробовала вытащить, не получалось. Она побежала за отцом. Пока отец вытащил ребенка, потом приехали медработники и полиция. Но ребенок от переохлаждения умер. Теперь хочется, пользуясь случаем, призывать жителей близлежащих к берегу реки, районов, где они живут, повысить бдительность, следить, играют ли дети там на льду. На всякий случай просто возле дома, там, где дети играют, определить качество льда. Она определяется очень просто. Если лед голубого цвета, он очень прочный, белого цвета 2 раза меньше прочности, а матовый, железной, это вообще слабый лед получается. Особо опасные участки, где течет ручейки, то есть родники и стоковые воду. Чтобы не допустить несчастных случаев на водоемах в весенний период, спасатели напоминают жителям республики: не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов. Межведомственная комиссия Сибирского федерального округа проверила готовность нашего региона к паводковому и пожароопасному периодам. Она работала в Туве на протяжении нескольких дней. Наш регион – это 4-й субъект, который она проверяет. На заседании комиссии правительства республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили вопросы подготовки к сезонным рискам. По прогнозу Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высота снежного покрова в конце февраля составила от 14 до 41 сантиметра. Такой запас снега не наблюдался десятилетия. Исходя из анализов сложившейся ситуации, вероятность подтопления там высока. При прохождении пика половодья потопление возможно в населенных пунктах, расположенных по берегам Енисея и его притоках. Наиболее опасными в этом отношении являются территории 7 районов – Байтайгинского, Дзунхемчикского, Брунхемчинского, Улукхемского, Пихемского, Кызылского и Чедихольского. Исходя из неблагоприятного прогноза, председатель межведомственной комиссии СФО Владимир Марченко сказал, что все компетентные органы и муниципалитеты должны быть готовы к защите территории от паводка. Готовность к пожароопасному периоду стала еще одной острой темой для обсуждения. По этому вопросу должно быть все отработано до мелочей, отметил Владимир Марченко. Также в рамках подготовки к паводкоопасному и пожароопасному периодам состоялся смотр сил и средств. В нем приняли участие спасатели, пожарные, сотрудники госавтоинспекции, санэпиднадзора, специалисты аварийных служб. Итоги проверки обобщены в принятом акте, который будет представлен главе республики Шалбану Караулу. Региональное следственное управление и Министерство внутренних дел проводят служебные проверки по факту распространения фото с места убийства семьи в Агдавураке. Сейчас идет расследование громкого дела. Трагедия произошла 3 марта. И тут же в социальных сетях стали появляться фотографии, в том числе и тел погибших. Кто допустил распространение этих материалов, предстоит разобраться сотрудникам ведомств. Эту тему поднимали на встрече главы Тувы Шалбана Караула с представителями СМИ. Глава региона назвал этот случай вопиющим. Он подчеркнул, что следственные органы должны разобраться в произошедшем и выяснить, с кем размещены фотографии, чтобы впредь не допускать подобного.
На другие темы. Как умело распорядиться сбережениями, не потерять деньги в финансовых пирамидах и научиться пользоваться современными финансовыми инструментами. Об этом сегодня рассказывало руководство Управления Пенсионного фонда республики членам местных отделений Союза пенсионеров Тувы. Занятия прошли по видеомосту. На них была и наша съемочная группа. В планах реализации проекта «Финансово грамотная Тува» Минфин совместно с Пенсионным фондом проводит ряд обучающих занятий по основам пенсионной финансовой грамотности. Подобные занятия ведомство проводит не впервые. И так как в этом году в пенсионной системе страны произойдет много изменений, которые также коснутся всех участников обязательного пенсионного страхования, консультации специалистов необходимы для населения. Чтобы обучать наше население к пенсионной финансовой грамотности и по другим ведомствам. Это значит уплата налогов своевременная, как получить правильно субсидии на коммунальные услуги, расходы, как правильно расходовать свои средства. Помимо видеоконференции, Управление Пенсионного фонда к концу месяца планирует выезды в районы республики для более подробного обучения пенсионеров и не только, так как на сегодняшний день практически большинство людей преклонного возраста не умеют пользоваться интернетом и другими электронными ресурсами. Также в планах ведомства проведение опроса населения в плане информированности по пенсионным выплатам, а также по тем же самым кредитам. У нас очень большая закредитованность населения, поэтому здесь будут также привлечены специалисты из Национального банка для того, чтобы узнать, где правильно получать кредиты, получать эти кредиты или нет, что такое микрофинансовые организации, ну и как распределять свои доходы правильно и расходы для того, чтобы достойно дожить до следующей, допустим, пенсии. Да? По словам самих пенсионеров, подобные уроки важны тем, что нужно умело распорядиться сбережениями, не потерять деньги в финансовых пирамидах, научиться пользоваться современными финансовыми инструментами. А в последующем сами пенсионеры не прочь обучаться азам электронных ресурсов. Если мы пенсионеры составляем, конечно, все составляем число людей прошлого века, нам современные нужна учеба, освоение компьютерной грамматики. Поэтому мы бы хотели, чтобы обучение пенсионеров компьютерной грамматики увеличивалось, расширялось. Основной целью данного проекта является масштабное системное обучение, консультирование, информирование категорий населения республики по вопросам выбора разумного финансового поведения в принятии обоснованных решений по отношению к личным финансам и повышение эффективности и защиты их прав как потребителей финансовых услуг. Анастасия Маслова, Чинчиса Бугай, Сергей Успенский, телекомпания «Новый век». Тува готовится к летнему туристическому сезону. В 2017-м наш регион планирует принять туристов больше, чем в прошлом. По предварительным оценкам специалистов Министерства культуры, отвечающего за организацию туризма в регионе, республику этим летом посетят не менее 40 тысяч гостей. Для помощи им и создания комфортной среды Департамент туризма разворачивает проект «Посети Туву», который будет реализовываться в течение всего года. В частности, до мая должна быть внедрена система онлайн-бронирования в гостиницах и хостелах. Планируется также увеличить количество гидов-проводников, для которых организуются специальные курсы. Продолжается работа по оборудованию туристических достопримечательностей республики информационными стендами и указателями. Для региональных интернет-ресурсов, обслуживающих туристов, создаются англоязычные версии. В поддержку туристического брендирования запланирован традиционный межрегиональный пресс-тур по Туве и соседним регионам – Хакасии и Красноярскому краю, по результатам которого предусмотрены издания путеводителя. Также Минкультура инициирует конкурс на образцовые стойбище среди кочевых животноводческих хозяйств. Как показывает опыт, чебанские оленеводческие стоянки привлекают туристов яркой самобытностью, возможностью прикоснуться к истокам древнейшей культуры кочевников, которая в Туве сохранилась практически в первозданном виде. Итоги проекта «Посети Туву» будут оцениваться по количеству туристов, въехавших на территорию республики за год, и общей суммы оказанных ими платных услуг. Проект предусматривает увеличение доходов местных бюджетов от туризма, налоговых отчислений от предпринимателей, занятых в сфере туристических услуг. В Туве частные детсады поддержат субсидиями. Власти Тувы изыскали в региональном бюджете более 10 миллионов рублей. Глава республики Шалбан Караул подписал одобренное правительством региона постановление о порядке их предоставления. Помощь предназначена для возмещения затрат владельцам частных детсадов на оплату труда педагогов, приобретение учебников, учебных пособий, иных средств обучения, включая игрушки. Субсидия не может быть направлена на иные цели, в том числе на оплату коммунальных услуг и расходов по содержанию здания. Заявка на субсидию, говорится в документе, должна быть представлена в Министерство образования и науки Тувы до 1 июля.
Чтобы получить ее, участникам нужно отвечать ряду условий. В частности, предприятие должно быть зарегистрировано, иметь лицензию на право оказания услуг в сфере дополнительного образования, а также подтвердить отсутствие долгов по налогам и иным платежам в бюджеты. Размер субсидий будет устанавливаться в соответствии с утвержденными правительством республики нормативами и в зависимости от количества детей, которые занимаются в частном детсаде. По предварительным расчетам она ожидается на том же уровне, что и для муниципальных дошкольных учреждений – 1000 рублей на ребенка в месяц. В поселениях, приравненных к территориям крайнего севера, чуть больше. И о курсах валют. Доллар и евро немного сдали свои позиции. На сегодняшний день американская валюта стоит 58 рублей 95 копеек, а евро 62 рубля 74 копейки. Далее наша ежедневная рубрика «Новости» короткой строкой. Производство сидра и медовухи в регионах Сибири в прошлом году выросло в 5 раз по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу. Рост объема производства обусловлен тем, что все чаще производители выпускают фальсифицированные сидры, что дешевле и проще, нежели производить натуральный напиток. Анализ состояния онкозаболеваемости в Туве по итогам прошлого года впервые за последние 15 лет показал тенденцию к снижению летальности от новообразований на 3,3% по сравнению с предыдущим периодом. По мнению тувинских медиков, немалую роль в сокращении уровня смертности сыграло принятие мер по организации профилактических осмотров, проведению онкоскрининга, диспансеризации населения. Порядка 100 возгораний ежедневно фиксируется из космоса на территории Сибирского федерального округа, сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России. Значительная часть возгораний происходит в 5-километровой зоне от населенных пунктов. Наибольший риск перехода сельскохозяйственных палов и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики в этом году сохраняется в Забайкальском, Красноярском краях, Бурятии, Хакасии, Иркутской, Омской, Новосибирской областях. В России стартовала кампания по набору в отряд космонавтов для полетов на Луну. На конкурсной основе планируется отобрать 6-8 человек. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Подать заявку в отряд космонавтов может только гражданин России в возрасте до 35 лет. Претенденты должны иметь высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям, а также обладать опытом работы. Будущие космонавты обязаны владеть английским языком и иметь навыки работы с компьютерной техникой. Сделаем небольшую паузу на рекламу, продолжим сразу после нее. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. LED-телевизор Акай диагональю 99 сантиметров всего за 14 990 рублей. РБТ.ру. Надо тебе чехол для планшета связать. Устали от серой зимы? Мы раскрасим вашу жизнь яркими красками. Муниципальный жилищный фонд города Абакана объявляет акцию на готовые квартиры по адресам Крылова 85 и Жукова 89. Стоимость квадратного метра от 33 тысяч рублей. Купить квартиру реально. Главное, не упустите момент. Предложение ограничено. Для тех, кто всегда у руля. Для тех, кто ставит задачи и принимает решения. Для самых главных людей на Земле. 15% годовых. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк Восточный. Город окон в Кызыле. Прочные теплые окна и надежные стальные двери по доступной цене. Аюна Курседи, 54. Телефон 8 929 314 0303. Это новости, мы снова в эфире. В марте погода в республике непредсказуемая. То легкие заморозки, то оттепель, которые неизменно приводят к гололеду. Как следствие, ушибы, переломы и другие травмы. В это время количество обращений в травмпункты возрастает вдвое. Подробности в следующем сюжете. Весна – время нестабильных погодных условий. То снег, то дождь, то все тает, то замерзает. Следовательно, на проезжей части и пешеходных зонах постоянно образуется гололед. Именно в это время врачи травмпункта за день принимают огромное количество людей. К примеру, если снежок припорошит лед, граждане теряют бдительность и могут получить травмы. Это люди молодые, рабочего возраста, от 20 до 40 где-то лет. Когда идут на улице, на работу, по улице с работы идут домой. В основном это у нас травмы голеностопного сустава. Чаще всего растяжение связок голеностопного сустава и переломы лодыжек. В
связи с участившимися случаями обращения в травмпункт врачи напоминают о том, что в данный период следует соблюдать повышенную осторожность. Однако растаявший за день снег, превращаясь в толстый слой ледового катка, становится особенно для людей пожилого возраста настоящим испытанием. Вот шла и упала, подскользнулась, упала. Я упал, как имя, поскользнулся, когда бегал. Да. Мне помогают там друзья в школу идти, куда-то от больницы идти, например. Стоит напомнить, что гололед чреват как минимум растяжением, а в самом худшем случае сотрясением или даже дорожно-транспортным происшествием. Пока погода все еще неустойчива, соблюдение элементарных правил безопасности позволит уберечься от неприятностей, как небольших, так и серьезных. Чинчи Кашбукол, Чинчи Самбуга, Сергей Успенский, телекомпания «Новый век». Тему продолжим в рубрике «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях начальник отдела благоустройства мэрии города Кызыла Руслан Дандаюл. Здравствуйте. Здравствуйте. Проблемы сезонные и, в общем-то, повторяются год от года. Наверняка уже работа известна, да, но все равно, тем не менее, давайте расскажем еще раз, кто должен заниматься чисткой наледи на наших улицах и в чем здесь какие-то ограничения есть, разграничения. Содержанием городских дорог занимается МУП благоустройства в рамках технических заданий по благоустройству города на 2017 год. МУП благоустройства ведется работа по подсыпке проезжей части, остановочные карманы и тротуары. В тротуарах у нас ведется ручная подсыпка, это ежедневно отдельно оставляется техника, плюс люди, которые песок сыпают, да, вернее говоря, противогололедные материалы. А в части разграничения территории мы благоустройство занимаемся российской городских территорий, а в части прилегающих территорий, организаций, учреждений, да, магазинов и так далее, да, собственники должны организовывать российскую территорию сами, согласно нормам и правилам благоустройства города Кызыла. Вот вы сказали, что производится посыпка. Чем посыпается и почему в некоторых местах ее нет? Подсыпка у нас проводится, да, наверное, тоже кызылчанка, уже заметили, наверное, да, что у нас в текущем году, да, места для подсыпки определяется, у нас это совместная работа, ведется с травмпунктом, да, там уже, допустим, человек упал, да, там уже фиксируются данные, и данные передаются нам, да, допустим, вернее говоря, там перекресток, да, допустим, Ленина Гагарина, там человек упал, там подвернул ногу, руку там, и так далее, да, и мы тут же получаем данный сигнал и начинаем усиленно по данным местам отрабатывать. А в части, о которой вы говорите, да, теневая сторона, это улиц, да, вы уже заметили, наверное, тоже теневая сторона улиц, в некоторых местах, да, есть такие места, которые подсыпка с утра подсыпается, днем в теплое время, да, он песок тает, да, снегу и в льду, снегу, в льду и так далее, да, и получается расседает. И получается, это вместе, опять же, вечером уже промерзает, и получается, вечерний период он будет скользкий. И также уже утренний период мы уже подсыпку пойдем, да, данной территории, и вот так данный лед уже расседается в этом территории, исчезает. Техники хватает? В части техники на ручную подсыпку у нас отдельно выделена единица, одна единица, да, газик, и плюс рабочие, которые ведут подсыпку с ручным способом. А до проведения подсыпки, да, у нас для МУП благоустройства в текущем году приобретено новое оборудование, ледоскалыватель, который прицепляется для подметального трактора, для трактора, да, сзади прицепляется оборудование, да, и по нему мы уже расчищали городские тротуары, в том числе остановочные карманы. Изначально, да, работа шла, да, это новое оборудование, изначально, да, были жалобы, что российское не так проводится, да, и мы, соответственно, замечания тут же устранили,
ну, это были тоже замечания по этой части, да, устранили. И в результате сейчас уже много людей уже видят, наверное, данную работу. Все почти все тротуары у нас находятся расчищенным, да, ну, за исключением мест, да, которые вот с крыши, да, от домов, от капает, да, вот такие места есть. Ну, вот в таких местах мы это ведем подсыпку. Много ли жалоб поступает в мэрию? И как быстро вы на них реагируете? Ну, жалобы поступают в письменном виде и устном виде. Да. В устном виде поступает, мы тут же среагируем. В письменном виде поступает жалоба, мы по нему тоже, как получаем сразу письменное обращение, то тоже совместно МУП благоустройства отрабатываем. Да. Ну, допустим, сегодня жалоба поступила, да, мы уже данную работу, как мы уже запланировали, да, допустим, на день, да, и получается на следующий день мы уже данный участок уже вставляем и на приоритет на следующий день вставляем и уже по нему начинаем отрабатывать по жалобам. Что касается объектов социальной сферы, больницы, детские сады, школы, у мэрии как-то они стоят на особом контроле? У нас подсыпка, ручная подсыпка, в том числе подсыпка проезжей части и пешеходные переходы. У нас в первую очередь ведется вблизи образовательных учреждений, больниц, да, ну, потому что, сами же понимаете, дети, да, они везде, опасно, да, вот, что дети там скользкие, там сразу может падать, да, и в больницах тоже в районе больниц, да, мы сразу же ведем подсыпку, и такие места мы уже скололи, вот с нашим приобретенным оборудованием, да, и соответственно, тротуары уже расчищены лежат. А вот в части, да, есть такие школы, да, вот, которые тоже скользкие, они тут же тоже устраняют. Внутри школ проводится тоже подсыпка с песком. Я даже могу привести пример. Первая школа, у них тоже от крыши снег убрано, да, вот, которые чуть начали падать, в этих местах все уже подсыпка проведена, ну, в том числе остальные школы, там, учреждения тоже самые, у них ведется такая работа тоже, совместно департамент образования курирует, и все образовательные учреждения, у них уже данный вопрос уже отрабатывается, стоит в постоянном контроле. Что касается торговых точек, вот вы сказали, что предприниматели прилегающей территории должны очищать от наледи самостоятельно. Но делают это не все, насколько вы могли заметить. Как-то вы отслеживаете, принимаете участие, наказываете, может быть, таких нерадивых предпринимателей, которые не заботятся о безопасности своих посетителей? Ну, у нас в мэрии города Кызыла создана административная комиссия, и сотрудниками административной комиссии в неделю привлекается около 60 индивидуальных предпринимателей, да, и из них выписывается предписание, да, в течение 3 дней нарушение должно быть устранено в течение 3 дней. Срок составляется, если в случае невыполнения уже на них уже составляется административный штраф составляется, а в части организаций, которые получили вот сейчас на текущий период, да, допустим, получили, да, вот 60 предписаний, по нему уже отработано, получается, 50 где-то, ну, 53-54 отработано, а вот которые не отработаны, невыполненный срок, они уже привлечены к административной ответственности, ну и, соответственно, будет платить штрафы. Но наказание вообще действует? Да, действует, конечно. Люди люди как получают сразу предписание, тут же постараются исправить ситуацию. Да, исправить, потому что там тоже штрафные санкции, начиная от 50 и до 15 тысяч, ну тоже 15 тысяч, ну, конечно, 15 тысяч тоже немалые же деньги, ну хоть предприниматель, но все равно, и поэтому люди же уже стараются, а уже если повторно пойдут, там уже будут уже другие санкции штрафные. С каждым годом становится теплее все, и вот сейчас проблема наледи на дорогах сменит другая проблема, лужи. Вы к этому готовы? Части луж силами МУП благоустройства, да, в 2016 году установлен дополнительные тоже местах постоянно образование луж, да, установлен
по улице Колхозной, в районе педагогического колледжа. И все остальные места у нас уже зафиксированы. Ливни колодцев это приобретены. В прошлом году заказали 10 штук и будем уже в прошлом году только успели одну установить. И сейчас, соответственно, в текущем году уже будем устанавливать 9. И параллельно будет это 9 штук это в городе тоже по проблемным местам. А вот которые места параллельно уже будет вести работа по очистке ливневых колодцев. Ну, это постоянные проблемные места, да, Кочетово, Титово, допустим, да. Ну, в этих местах будем организовывать российские ливневые колодцы. Может быть, для наших зрителей еще раз напомните, куда можно обращаться в случае, если они заметили нарушение, то есть наледь? В случае наледи можно обращаться диспетчерское ему благоустройства 56064 и либо это в отдел благоустройства мэрии города Кызыла по номеру 2308. Спасибо, что пришли к нам. У нас в гостях был начальник отдела благоустройства мэрии города Кызыла Руслан Дандайол. Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Туве пресекли деятельность двух мужчин 44 и 30 лет, которые больше года реализовывали контрафактную алкогольную продукцию на территории республики. Спиртное они сбывали в том числе и на оптовых базах Кызыла. С места жительства подозреваемых и с мест хранения нелегальной алкогольной продукции полицейские изъяли около 1000 бутылок и 160 литров спиртосодержащей жидкости. Все спиртное было без маркировок. Среди контрафакта продукции известных брендов. Как сообщили в МВД, ранее оба мужчины неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в крупном размере группы лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание за совершение данного преступления в соответствии с Уголовным кодексом может быть лишение свободы сроком до 6 лет. В Кызыле вновь участились случаи хищения сотовых телефонов. Об этом сообщают в городском отделе полиции. В связи с этим стражи порядка провели профилактическую акцию на улицах города. Сотрудники ГИБДД совместно с участковыми раздавали прохожим буклеты. В них подробно описано, как действуют карманники и что делать, если вы все же обнаружили пропажу. Чаще всего кражи происходят в общественном транспорте, говорят полицейские, поэтому профилактическую беседу правоохранители провели и с пассажирами. Также буклеты полицейские раздавали в школах. Чтобы не стать жертвой карманника, говорят стражи порядка, нужно соблюдать несколько правил. И о погоде. По прогнозам синоптиков, завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Переменная облачность. Температура воздуха ночью -16, -14, днем -3, -11. Атмосферное давление 711 миллиметров ртутного столба. Тип погоды второй. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Выпуск новостей вы также найдете на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Спасибо, что были с нами. Всего доброго.